Здравствуйте, дорогие телезрители! Продолжим наши лекции. Общая тема наших лекций – гунны, древние предки кыргызского народа, или Атилла, великий кыргызский богатырь. Конкретная тема сегодняшней лекции – языковые сходства в германских и кыргызском языке, германские сказания. Ну, во-первых, начнем с того, что вот написанные книги автор Амиан фон Бек в четырехтомнике «Гунны», в четырехтомнике, в котором описывается жизнь первого деяния четырех гунских ханов, это Баламбер, первый гунский европейский хан, Ульдин, Белида и Атилла. Там насчитано свыше около 500 различных кыргызско-немецких соответствий, которые восходят к гунско-готским соответствиям. Или напротив, гунско-готских соответствий, которые переходят к кыргызско-немецкие соответствия. Так вот, сразу напомним, что кыргызский язык есть и гунский язык. Известный лингвист, тюрколог, русский, советский ученый Баскаков в своей книге «Введение в изучение тюркских языков» делит все тюркские языки на две ветви. Западно-гунская ветвь и восточная гунская ветвь тюркских языков. К восточно-гунской ветви он относит в одном из отделов кыргызско-кыпчакскую группу языков, объединяющую древнекыргызский и два современных кыргызские и алтайские языки. То есть однозначно кыргызский язык является гунским языком, произошел из гунского языка. Также мы знаем однозначно, что немецкий язык является германским языком и имеет в своих далеких прародителях язык готов или готский язык. Далеко ходить не будем, возьмем вот эту вот книгу, которая вот есть перед нами в нашем распоряжении. Это написал ее выдающийся гунолог Герман Шрайбер, она называется «Die Hunnen», «Гунны», издана в Германии в 1957 году. И вот здесь есть один рисунок. Вся эта книга пронизана идеей, что гунны пришли с Алтая и с Алатой, из Семиречья, что гунны – это древние тюрки, что гунны – это, возможно, даже древние кыргызы, и что их племена были объединены вокруг кыргызского центрального ядра. И вот здесь, в этой книге, Герман Шрайбер дает картинку. Я ее увеличил и хочу предложить ее вашему вниманию. Вот она, эта картинка. Здесь внизу имеется подпись «Rekonstruktion eines hunnischen Lagers mit vorbeiziehender Karawane. Das Gemälde von Knackfus». Реконструкция гунского лагеря с проходящим мимо караваном. Вот эта картинка. С IV века. Так что мы видим на этой картинке? Мы видим полностью наш русский аил времен нашего кочевья. Почти ничего не изменилось. Теперь давайте мы посмотрим вокруг этого гунского кочевья, посмотрим только некоторые наименования. Какие есть имена здесь могут выплыть. Какие соответствия имеются. Так вот, вся эта земля, где расположен лагерь, на гунском языке, у меня есть специальный словарь и специальная грамматика, где излагаются все возможные варианты гунского языка. В гунском языке, оказывается, именовалось это место Джорт. Джорт. В кыргызском языке в результате сдвига в системе гласных она стала Джурт. В немецком, то есть в готском языке она, оказывается, именовалась вот здесь вот Джорт тоже.
В современном немецком языке место именуется орт. Если говорят джурт, атаджурт, место отцов, наше место, то немцы говорят орт, место. Или ровная долина, где здесь расположен этот джурт, это место, оказывается, в гунском языке именовалось тала, так же, как и сегодня. В гунском языке были и долгие, и краткие гласные, как сегодня в кыргызском языке. Хотя долгота и краткая гласность свойственна не всем тюркским языкам. В кыргызском языке тала, в готском языке, оказывается, таля, а в немецком языке сегодня звучит таль. А было тоже таля. А после 19 века стало таль. Или в готском языке эта местность называется котча. А в гунском языке эта местность называется коч. И в кыргызском языке мы говорим сегодня коч. А гунская, готская котча стала в немецком. Сегодня одна форма есть от слова кутчен. Перекочевывать с места на место. В словаре есть кутчен. То есть все немецкие, кыргызские слова, которые я перевожу, я опираюсь на словари. Или слово улут. В гунском языке слово улут означало людей одного племени. Сейчас в кыргызском языке слово улут увеличило объем своего значения и стало обозначать не только людей одного племени, одного рода, но людей одной национальности. В готском языке было, оказывается, слово улуте, а сегодня в немецком языке есть слово лёйте, которое возникло в результате перебоя гласных, дифтонгизации гласных в XIV веке в немецком языке. Лёйте. В гунском языке есть слово ман, человек вообще, неважно, мужчина, женщина, это человек. В кыргызском языке ман осталось только как словообразовательный элемент, обозначение мужчины. Ну и человека, и женщины тоже можно. Кюрман, билерман, окурман. В готском языке ман тоже самое обозначение человека. И сегодня в немецком языке ман обозначение человека и мужчины, и в англосаксонском языке, в английском языке, который есть потомок готского языка, мы имеем также ман. Или слово ир в гунском языке, это мужчина конкретный, мужского пола. В кыргызском языке ир, в готском языке ир, в немецком языке в результате добавления этого звука хаухлаут стало хейр, то есть господин, мужчина. В гунском языке слово хатун, в кыргызском языке она сегодня приобрела форму катын, но в кыргызском языке она звучит несколько как бы уничижительно, хотя во всех других тюркских языках катын не означает ничего уничижительного. В узбекском языке, например, есть слово хотын хызлар институту, женский институт. В готском языке было гаттын, а сегодня в немецком языке гаттин, супруга. Или в гунском языке бой, в кыргызском языке бой одно значение имеет юноша или девушка, достигшие или призывного возраста, или выхода возраста замуж. В готском языке бой, молодой человек. Отсюда в англосаксонском языке, который есть потомок готского языка, осталось бой. Сегодня говорим ковбой, коровий мальчик. Или мал. В гунском языке имело два значения. Мал и в кыргызском языке имело два значения и имеет два значения. Первое, мал – это скот, а второе – счет скота. Bir malım var, iki malım var, üç malım var. В готском языке мал тоже имело два значения – скот и счет скота. В немецком языке только осталось значение счета, вообще, уже не скота, а вообще счета. Einmal, zweimal, dreimal. Или в гунском языке каймал, в кыргызском языке хаймал. Ну, хаймал
может быть, уже в кыргызском языке многие не знают, некоторые не знают. Каймал это типа джилкы, когда лошади соединяются в косяк, в табун, они называются джилкы. Когда трейлер или тюлер, когда верблюды соединяются в косяк, они называются уже каймал. Оттуда в готском языке камель, в немецком камель и в английском camel сегодня. Или в гунском языке окус, в кыргызском языке өгүз, это кастрированный или холощенный бык. В готском языке окус, в немецком языке сегодня в результате перевода согласных стало окес, в англосаксонском и в сегодняшнем английском языке окс. Или кут в гунском языке, кут в кыргызском языке, это хорошее, доброе дело. Кут в готском языке, и сегодня в немецком осталось гуд. Хорошо, хорошее дело. Таким образом, только вот эти вот наименования людей и местностей уже дают сколько общего, сколько похожего. Ну, пойдем немножко дальше, чуть-чуть посмотрим дальше. Еще по наименованиям посмотрим. Вот смотрите. Наименования также связаны с жизнедеятельностью человека. Гальтен в гунском языке, гальтен. В кыргызском языке алтын, в готском языке гальтен, в немецком языке гольден, в английском языке сокращенно гольд. Или в гунском языке йохрут, в кыргызском языке хурут, готский язык йогурте, немецкий язык сегодня йогурт. Или гунский язык кала, кыргызский язык кала, готский язык кале, в немецком языке сегодня есть халле. А кала это было небольшой город, а халле это большое помещение. Или в гунском языке карта, в кыргызском языке карт, например, твердый, карт беру. В готском языке харта, в немецком языке сегодня харт, и в английском хат, в англосаксонском. Или в гунском языке нама, в кыргызском нам, в готском нама, в немецком наме, в английском name. Или в гунском языке сорпо, в кыргызском сорпо, в готском зорпе, в немецком зуппе, в англосаксонском сегодня зоуп. Или в гунском языке тельмеч, в кыргызском тильмеч, то есть переводчик, знающий многие языки. В готском языке долмеч, в немецком сегодня долмеч. Или в гунском языке хаса, в кыргызском кас, то есть враг, недруг. Готский язык хасса, немецкий язык хас. Или в гунском языке шекери, в кыргызском языке шекер, в готском языке шекери, в немецком языке цугар, в англосаксонском шуга. То есть одно общеизвестно, что она шекери, окус, огус, оксе, сорпа, тельмеч или гальтен. Они взяты, конечно, из гунского языка в готский язык. Возможно, некоторые слова взяты, напротив, из готского языка в гунский язык. Но слова типа каймал, камель, камель, это однозначно. Верблюды имеют происхождение их происхождения из древней Монголии. Только во II-III веке верблюды попали, в нашей эре попали в Аравию. Верблюды и одногорбые, и двугорбые происходят из Монголии. И верблюды были только у гуннов. У германских племен, конечно, верблюдов не было. И слово «камел», «кемел» – это точно заимствовано из готского, то есть из гунского языка. Я могу привести здесь один пример, который имеется в литературе, как гунны давали клятву верности своему хану, типа присяги. Эгерда утурюк айтасам, коко тенгир ацин, будайнада, иманам
Буйурмазан, будайнада, мал басаманан, игелиген, карманан. Если я скажу неправду, пусть меня покарает Бог. Пусть на этом свете я буду без покаяния. Пусть на этом свете я не увижу благоденствия от своего скота. Вот такое было присяга, которую давали, поступая на службу к хану. Теперь, что могу сказать? Где-то вот в этой книге насчитывается свыше 500 лексических единиц. Только я говорю о лексических единицах. Кроме того, есть грамматические единицы, когда кыргызский, игунский, готский и немецкий показывают похоже. Например, суффикс «р» и в готском, и в немецком, и в гунском, и в кыргызском обозначает деятеля лица по профессии. Например, готский, арбайтер немецкий, арбайтер, кыргызский талапкер, ир. Фарер, кыргызский борукер. То есть здесь идут обозначения и по профессии, и по каким-то другим качествам. Но вот эти вот «ир» в обоих языках, в кыргызском и в немецком, в гунском и готском, они наличествуют. Или имеется сходный суффикс «ке». Он был и в гунском языке, например, «боке», «какке», «асаке». В готском языке он был тоже «ке», «диттерке», «петерке». Потом он стал в немецком языке, приобрел форму «хен». «Петерхен», «дитшен», «мойсхен». То есть суффикс уменьшительности имеется одинаковый и в готском, и в гунском, и в кыргызском, и в немецком языках. Кроме того, что интересно, я уже говорил, имеется сходная долгота и краткость гласных в кыргызском и гунском, в немецком и готском языке. Долгота и краткость гласных, которые различают смыслы слов. Вот это очень удивительно. То есть эти долгие и а, и э. Более того, гласные н, они идентичны абсолютно в кыргызском языке и в немецком языке, которые есть, конечно, потомки соответствующих предков гунского языка и готского языка. И кроме того, есть согласный «н», которого нет в других языках, который есть в кыргызском и в немецком языке. Банга и кыргызское манка. «Н». То есть это очень удивительно, что совпадают фонемы, совпадает грамматика, совпадает огромном количестве лексика. Ну, сравним. Мы с русскими живем 150 лет. От русских мы взяли, конечно, некоторые гласные. У нас не было гласных «ф», «ц», «ж», мы их взяли. И сейчас говорим и не «прунза», а «фрунза». То есть мы говорим на русский манер, на русских гласных, через русские гласные и согласные. Но в то же время и в немецком языке такое же есть, и в готском языке такое, в сравнении с кыргызским и с гунским. Что же касается лексемы, вот мы 150 лет живем вместе с русскими, но у нас такого нет, чтобы очень много было лексем. Нет, от силы 15-10 можно насчитать. Но сереньке – это от слова серники, спички. Можно насчитать ирет, биринчирет, ряд. Но можно насчитать чиркё, керевет, бутылько. Ну, не больше. Штук 10-15 русских слов, которые в кыргызский вошли полностью. Это что означает? По сравнению, что немецкий и кыргызский и русский, а это что означает? Что кыргызский и русский язык, они меньше соприкасались и меньше взаимопроникали лексически друг друга, в то время как кыргызский и немецкий имеют больше соприкосновений друг с другом, больше взаимодействия друг с другом, больше сходных мест в лексике. Хотя сразу отметим, что никакого родства между кыргызским и немецким языком нет.
Никакого родства. Кыргызский и гунский языки – это есть тюркские языки, уже говорил я об этом, а немецкий и готский язык есть германские языки. Они принадлежат совершенно к разным языковым семьям. И никакого генетического родства между ними нет. Но есть вот такое вот взаимопроникновение слов. И в немецком языке, в кыргызском, это взаимопроникновение больше представлено, чем в русском и в кыргызском. Кроме того, имеются различные легенды, сказания, предания, мифы в Германии, которые делятся на две части. И вот они интересны, чем они делятся. Их можно поделить условно. Легенды, сказания, предания, которые возникли к востоку от реки Везер, и легенды, сказания, предания, которые возникли к западу от реки Везер. И река Везер делит всю Германию на две примерно равные части. И вот, оказывается, к востоку от реки Везер, на его правобережье, поселились остготы в VI веке, это которые были друзьями и союзниками гуннов, а к западу от реки Везер поселились вестготы, которые были злейшими врагами гуннов, и, кстати, и славян, и русских тоже. И вот эти вот их сказания и легенды резко отличаются друг от друга. Которые к востоку, там есть много сказаний, но наиболее значимые из них из 8, 9, 10 веков. Сказание об Эцеле, то есть об Атиле. Сказание о Хильдебранте. Песня о гибели Эрмонариха. Сказание о Виланде. Песня о Херваре. Сказание о Дитрихе фон Бернском. Вот на последнем я остановлюсь. О Дитрихе фон Бернском. Ну, в этих сказаниях, которые созданы на правобережье Везера, на восточной стороне от Везера, в них гунны характеризуются только самыми положительными эпитетами. И добрые, и великодушные, и всегда готовые прийти на помощь, и добросердечные, и всякие другие, но хорошие. И вот Дитрих фон Берн, сказание. Дитрих фон Берн, 18 лет ему, его отец Дитмар погиб в битве, и Дитрих фон Берн должен наследовать его королевство в центре Швейцарии, современной Швейцарии, вокруг Берна. Но его дядя по материнской линии, некий Эрмонарих, хочет это королевство отобрать, Дитрих фон Берна убить, а его молодую невесту Гудрун, 16-летнюю, взять в жены. Дитрих фон Берн об этом узнал и бежит к Атилле за помощью. Прибегает к Атилле в Пушту, приехал к Атилле в Пушту, и Атиллы в это время нету. Он в походе находится на Балканских землях. Аттила возвращается только через полгода. Его Дитриха фон Бернского примечает жена Аттилы Эрихан. В транскрипции здесь стоит Крека. Вот в этой книге Дитрих фон Берн, вот она, эта книга. Примечает Эрихан, Дитрих фон Берн. И Эрихан дает ему дворец, дает ему слуг, как полагает королевскому его высочеству, и всячески заботится о нем. Когда прибывает Аттила, Дитрих фон Берн докладывает Аттиле обо всем, рассказывает ему. Аттила возмущен низостью и подлостью этого его дяди Эрмонариха и дает ему 50 тысяч воинов, 5 туменов во главе с кыргызом военным министром Тюлеком. И Тюлек вместе с Дитрихом фон Берн едут, побеждают Эрмонариха. Эрмонариха заключает в тюрьму, освобождает его невесту Гудрун, которую хотел взять в жены 70-летний его дядя Эрмонарих. И Дитрих фон Берн перед всем немецким народом на огромном собрании представителей немецких племен клянется верности Аттиле и говорит, что лучше, честнее, порядочнее и добросердечнее
короля, чем Аттила, на свете нет, и лучше людей, чем гунны, на этом свете нет. Что он будет считать всегда себя названным сыном Аттилы. Это одно из тех сказаний, которые созданы в тех местах, где расселились остготы, союзники гуннов. В тех местах же по левому побережью Везера, где расселились вестготы, там сказания и предания совсем другие. Там они очень нехорошими эпитетами, определениями, прилагательными характеризуются. И подлый, и нехороший, и коварный, и зловредный, и жестокий, и свирепый, и так далее, и так далее. Там есть такие сказания. Сказания о Тидреке, сказания о Нибелунгах, песни об Атле, сказания о битве с гуннами, сказания о Вельсунге и песни о Брунхильде. Вот на последней я остановлюсь. Песня о Брунхильде. Брунхильда после смерти своего отца Зигфрида хочет завладеть всем королевством, а у него есть 3 родных старших брата, которых звать Гунтер, Хаган и Хёгни. И Брунхильда, ей 18 лет, но она уже такая сама рассудительная, и она бежит к Аттиле и говорит Аттиле: я выйду за тебя замуж, я буду твоей женой, пожалуйста, помоги мне убить моих братьев, и я захвачу все королевство своего отца, и в качестве приданного это будет наше все. И они вместе с Аттилой якобы убивают всех 3 братьев. Гунтера зовут в гости и сталкивают его в яму, где находятся драконы, и драконы пожирают Гунтера. Хагана зовут в гости и замуровывают его в какой-то подвал, куда спускают воду, и Хаган тонет там. Хёгни также зовут в гости, самого младшего брата, и дают ему яд. И таким образом Брунхильда вместе с Аттилой убивает 3 германских королевичей и захватывает их княжество. И такие вот сказания есть сегодня, есть не только у германского, и у англосаксонских, англичан. Они также есть у всех скандинавских народов, и у датчан, и у шведов, и у норвежцев, которые считаются потомками викингов. И они даже есть сказания об Аттиле, есть на острове Исландия. Туда отплыло племя остготов в VI веке. На острове Исландия. Песня об Атле есть на острове Исландия. Таким образом, сказания об Аттиле остались в Европе в различных вариантах, в различных трактовках. Спасибо за внимание. До скорых встреч.